Уже есть 50 голов крупнорогатого скота породы Герефорд, но в планах расширяться до сотни. Неравнодушные жители села Прокопьевка Прилузского района своими силами развивают сельское хозяйство. Выиграли грант на 3 миллиона рублей, купили новую технику и животных. Теперь мечтают попробовать себя и в агротуризме. О том, сколько усилий им пришлось уже приложить и сколько еще вопросов предстоит решить, расскажет Ксения Мишарина. Здесь нет мобильной связи и интернета. Отсюда уехала практически вся молодежь. Но тем не менее Прокопьевка в Прилузье развивается. Неравнодушный житель села Юрий Коснарев еще 2 года назад решил заниматься разведением крупного рогатого скота. Написал бизнес-план, представил его в Минсельхоз Республики. Выиграл грант в размере 3 миллионов рублей. На эти деньги он приобрел трактор, погрузчик и животных, 27 телок и 1 быка английской породы Герефорд. Всего за 2 года количество голов возросло до 50. Сами пасутся. Тут у нас речка рядом, тоже водопой очень удобный. Они сами к речке сходят, выпьют. Доить их не надо. Они мясные, неприхотливые вообще, кушают все подряд. Очень хорошие коровы. Предприниматель рассказывает, на продажу в дальнейшем планирует забивать именно быков. Пока же растит. Кормит комбикормом, зимой для витаминов дает сосновые ветки. С сыктывкарских хлебозавода и пивзавода привозит хлебную крошку и дробину. И, конечно, заготавливает сено. На одну голову приходится как минимум 3 тонны. В общем, около 150 тонн. Но подводит старая техника. Пресс-подборщик ломается почти каждый день. Очень сложно все, да. Вручную почти приходилось. Вот сегодня вручную даже собирали, потом переварили вроде. Сколько-то тюков вот сделали. Сейчас опять нечем косить, потому что надо косить. Косилка сломалась, запчастей нету вообще. И в Сыктывкаре, ни в Кирове не можем найти запчасти. Техника старая, и все ломается все равно. Желание развиваться есть, нужны финансы, но пока что начинающему предпринимателю банки отказывают в займе. В этом году на субсидию от Минсельхоза посадил 4 гектара картофеля. По осени урожай планируют сбывать по школам и детским садам. Министерство и республика наша датируют, такие субсидируют ребят, которые занимаются этим. Это очень огромное спасибо. И ребята, и мы общаемся, и помогают Министерство сельского хозяйства, и Управление сельского хозяйства Прилузского района. Мы очень дружим с ними, и они всегда идут навстречу всем, что могут, да, что есть. Это очень отрадно. Огромное спасибо нашему сельскому хозяйству в Республике Коми. Еще одно препятствие на пути развития бизнеса – плохая дорога от трассы до Прокопьевки, а ездить приходится часто. Но даже это не останавливает фермера. Он продолжает свое дело и мечтает о новых проектах. Мечта такая, в планах есть, построить вот здесь гостевой домик, чтобы заниматься агротуризмом. Сплавляться можно по речке до Кирова, легко баньку построить. Потому что все, кто приезжают, просят, не просто домик там переночевать, а именно баньку. Потому что русская банька, она всегда ценится. Для воплощения мечты предприниматель планирует участвовать в проекте «Народный бюджет». Надеется выиграть грант. По его словам, трудиться во благо родной земли и развивать сельское хозяйство в республике крайне важно. Ксения Мишарина, Иван Богомолов, телеканал «Юрган».